На ледовой арене Эрзи состоялся товарищеский матч по хоккею между ингушской и чеченской командами. На катке играли совсем юные хоккеисты из команд Эрзи и Грозный. Игра была напряженная, за ребят болели высокие гости. Залина Могушкова продолжит. Все шайбы по топору. Так само вы поднимаете шайбу сверху. Строгие наставления тренера перед началом каждой игры – это уже традиционный спортивный ритуал. Таким образом, юные хоккеисты вдохновляются на борьбу за победу. Настроены победить, только победить. Готовились, старались, хорошо тренировались, упорно. Только победить настроен. Пока Эрзи играет на льду, на трибунах за нее активно болеет другая хоккейная команда Ингушетии «Магаз». Поддержка ребятам пригодится. Сегодня ингушские «Орлята» противостоят команде «Грозный» из Чеченской Республики. Игра шла с переменным успехом. Под удар попадали ворота то в одном конце ледового поля, то в другом. Хоккеисты Эрзи тренируются на льду практически каждый день, чтобы добиться слаженной и уверенной игры на поле. А благодаря таким товарищеским матчам с командами из соседних республик молодые спортсмены быстро набираются опыта и оттачивают навыки игры. В нескольких турнирах участвовали, в матчевых встречах участвовали. Они выезжали уже в Краснодар на сборы пару раз, уже набирается опыта, и где-то через год, я думаю, они уже смогут выйти на хороший уровень. Вдвойне приятнее защищать спортивную честь республики, когда за тебя болеют не только друзья и родные, но и глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров прибыл на игру вместе с делегацией Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с сенатором Виктором Озеровым. Ребята ценят такое внимание к их игре и стараются оправдать возложенные на них надежды. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24. После матча глава Ингушетии Юнусбек Евкуров вместе с делегацией Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с сенатором Виктором Озеровым в рамках выездного заседания посетили яблоневые сады Братцевское в сельском поселении Троицкое. В этом году в молодом агропредприятии собрали уже второй урожай яблок с садов, выращиваемых по итальянским технологиям. В дальнейшем предприятие будет еще расширяться, а полученный здесь урожай уже реализуется не только на внутреннем рынке, но и в городах России. Это первый проект. 1100 гектаров. Ну, а более глубокая переработка будет? У нас 95% это товарные яблоки. Но не будете делать там, повид, вот.